Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Прямое подтверждение, что историю начинаем с конца прошлой, начала этой эры, от державы Хунну, и справедливо начинаем. Это один из примеров. Например, существует такое устойчивое мнение, или заблуждение, да, есть две известных родословных в Заказани, это родословная князей Яушевых и родословная Карабека. И считалось, что Яушевы — это один род с Карабеком, потому что там имя брали, одно из имен Джуваш, и как бы... И тех и других арские князья. Те и другие арские князья, и считалось, что в принципе это один род, но вот наш проект, он показал, что это совершенно разные роды, которые формировались в совершенно разных исторических территориях, и у них во многом, конечно, разные пути проникновения сюда. Хотя, надо сказать, что их объединяет одна этнополитическая история. То есть история, возможно, периода Золотой Орды, Казанского ханства и последующего времени. Продолжая. Кантагаринских князей, это те, которые живут в Рядке, там, Киево-Чепецкой, тоже считалось, есть несколько родословных, они очень старые, они фактически, попадали в документы, но на подтверждение собственности, земельную собственность, и пытались их сводить, что они все возводятся от Карабека. На самом деле, даже если посмотреть по этим родословным, то там можно вычислить 3 больших таких куста, которые по родословным к Карабеку не восходят. Да, они обрываются там на каком-то имени, и все. Когда мы стали каждый род один за другим просматривать, изучать, и действительно выяснилось, что там среди этих каринских князей, наверное, существует 3 основные генетические ветки, которые между собой не пересекаются. Есть предубеждение такое, да? Как, по-вашему, выглядит идеальный золотоордынец? Что вы скажете? Дело в том, что если мы посмотрим даже на современные народы западной тюркской группы, да, там крымские татары, литовские татары, например, касимовские татары, литовские татары, касимовские татары, потомки золотоордынцев, например, касимовские татары, в принципе, их история появления известна, и это вроде как наши идеальные эталонные должны были быть. Каждый чингизид, который поселялся в этом Касимовском ханстве, как его называют, он приходил со своими группами. Последняя большая группа — это были сибирские татары. Но мы когда взглянули на касимских татар, они тоже не казахи, скажем так. Да. Хотя сказать, справедливости ради, надо сказать, что у нас среди татар есть линии общие, которые среди казахов, они не доминирующие, иногда они какие-то единичные, но требуются дополнительные еще у нас исследования. Но даже сейчас из того пояса, который уже известен, он разделяется на, мы условно можем разделить на западные степные группы и восточно-азиатские степные группы. Они не всегда одно и то же. Хотя взаимное проникновение между ними есть. То есть есть проникновение из западных групп, которые имеют ближневосточные, условно говоря, группы. Даже в современной внутренней Монголии, среди монгол мы их можем обнаружить. Так вот, я вообще начал с того, что западные тюркские современные народы, которые тоже не являются выходцами Золотой Орды, да, они тоже с казахами не совпадают. И, соответственно, у нас большой вопрос. Кто такие ордынцы, которые жили здесь, на правобережье Волги, в Заволжье, да? Например, те же нагаи, например, да? Ногайская Орда — это Заволжье, это Южный Урал, да, и история их переселения, она известна. В итоге они частично в Крыму, на Кубани оказались, но это уже более позднее, это, получается, переселение 17 век. То есть это те степные группы, которые переселились в 17 век. А вопрос, какие группы здесь были, это мы, знаете, какие группы степные были здесь, это мы не берем аристократию. Причем аристократию мы тоже понимаем. То есть у нас в проекте есть представители родов Кыпчак, Ширин, Аргын. Барына нет. Достоверных барынов нету. И, например, по вопросу к Аргынам и Ширинам у нас, например, Аргыны, да, Чанышевы есть. Это представители рода Аргын. Они даже документально, они в истории... И они совпали
я вот долго уговаривал этого крымского татарина с фамилией Аргинский, то есть я тогда ориентировался на Аргинский, это же мурзинские фамилии, они потом в дворянство крымское вошли, и вот у них такие фамилии образовались, Аргинский, то есть и они у нас вот как раз показали общее родство. Интересно было с Кыпчаком, вот представитель рода Кыпчак, Танкачевы, Танкачеевы, да, они многие потеряли свою фамилию там, но в Касимове еще осталось несколько людей. Да, тоже был очень сильный род, богатый, знатный, там 18-19 век, начало 20 века, они уже как просветители. То есть они, вклад их в культуру общетатарскую как бы все равно был большой. Вот есть как бы народы, у которых сохранился этноним Кыпчак. Возвращаясь к самому начальному вопросу о золотоордынцах, вот мы взяли касимских татар, и там даже есть представители знатных родов, мурзинских родов, у них выпали не восточноазиатские, а условно, скажем так, европейские гаплогруппы, там, или южноевропейские, ну, вот этот круг, знаете, как вот этот круг Южная Европа, Северный Кавказ, они по гаплогруппам, Балканы, они по гаплогруппам совпадают во многом, но по гаплогруппам, то есть не как бы не явно близкое родство, а по гаплогруппам. И мы в какой-то момент можем условно их назвать один южный круг, потому что это и Малайзия, и Ближний Восток туда попадает. Вот. И среди именно касимских татар такие тоже есть. Есть и с европейскими гаплогруппами, которые мы обнаружим и казанских татар, там и других групп, мишаринов. То есть когда мы говорим об этих гаплогруппах, Y-хромосомах, мы говорим о родстве по мужской линии, соответственно, каждая родственная ветка там... В науке как раз они сгруппированы по вот этой близости, по Y-хромосоме определенно, и им присвоено определенное название. Гаплогруппа R1, там, да, предположим. Это, все условно, там множество как этих субкладов, то есть линий, в принципе, которые отделялись, ведь каждый род, он множится на разные ручейки со временем и перестает даже быть родственным в итоге, хотя имеет общего предка очень далеко. Да. Y-хромосома передается от отца к сыну, она практически в неизменном виде. Вот. И, собственно, поэтому мы можем вычислять родство. Но происходят иногда так называемые мутации, вот, и по количеству этих мутаций мы можем предположить, насколько далеко общий предок жил. Но это, наверное, самый больной вопрос, это определение степени родства. Потому что там мы можем предположить, что они родственные, а фактически общий предок мог жить там и 500 лет, и в то же время и 2000 лет назад. То есть вот представляете наш разброс. А мы мало представляем, что было даже 500 лет назад, не говоря уже там про 1000 лет назад. Уже эти народы исчезли там, да. А что говорить о том, что было там 2-3 тысячи лет, тут начинаются фантазии, и, как правило, вот здесь прямо вот люди там в интернете, форумы, любители, то есть это, историки немного как бы отстраняются от этих рассуждений, потому что они больше основаны не на каких-то фактических доказательствах. Историки современные тоже стараются тоже как бы отстраниться, связан тем, что вот вышла какая-то работа по изучению там ДНК, генетики каких-то народов там, да. Есть даже вот есть примеры там, где одни и те же авторы, вышла работа совместно, а потом они уже совершенно противоположные выводы. Мы вообще старались избегать каких-то громких определений, каких-то громких выводов, особенно касающихся этногенеза татар. Мы давали картину, которую мы получили. Вот реальности получили и накладывали ее на, предположим, условно говоря, на историко-культурную карту тех или иных областей. То есть Заказань, да, один из очагов этногенеза татарского народа, горная сторона, правобережье, да, татары-мещеры, потом миграционные территории, это Заками, Предками, и дальше в Западный Башкортостан, Оренбург. Мы все это, учитывая все вот эти особенности исторические, особенности миграционных процессов, значит, используя самый широкий комплекс источников, в том числе и рукописные родословные, и архивные родословные, архивные материалы, мы пытались каким-то образом реконструировать эти миграции. То есть мы речь больше ведем о них. Или же, условно, роды, да, которые на той или иной территории доминировали или проживали. Все очень условно, конечно, но примерная картина ясна. Конечно, у нас есть
совпадение с самыми разными культурами, потому что татары же это не монолитный народ, это народ, который прошел горнило нескольких, можно сказать, вот этой великой Евразийской империи. Да и до этого тоже же это были миграции, кочевья, постоянные контакты с разными цивилизациями, с разными народами. Тут о генетическом однообразии вообще речи не идет просто. Да. И прямой вот Да. этой вот Да, и преемственности прямой генетической тоже. это тоже нельзя так вести речь. Вот это относится не только к татарам, к любому крупному там, евразийскому, скажем, не островному, да, к евразийскому этносу. Они найдут предков среди любых древних культур, потому что какие-то древние культуры археологически существовали, и их потомки все равно распространялись. Какой народ тут жил? Мы можем только предполагать, мы видим примерно, какой пласт, в какой период где-то вот здесь мигрировал, да, это все очень примерно. И вообще вот, конечно, генетика, она дает пищу для размышлений. Вот вы помните по поводу финского компактогенезии татар, ведь это уже такой устоявшийся стереотип, что татары это вообще взяли, ассимилировали всех финнов, тюркизировали их, перевели в ислам и заняли их места. И также вот. Ну, вот по результатам нашего проекта в доле вот современных татар, которых мы протестировали на исторических территориях, ну, там, по-моему, 12% что ли финского компонента по тем гаплогруппам, которые исследованы, известны, характерные для, условно говоря, финских народов, условно говоря. Но они вот в науке так утверждают. 12% это в общем проекте. А когда мы говорим о заказании вообще много спекуляций. Там ну, типа название деревни Амарийская, значит, татарин пришел, там всех... Даже по заказанию там, по-моему, 20% нет по такому региону, потому что там большинство составляют совершенно другие линии. Они, наверное, более характерны вот для восточноевропейских. Там, кстати, заказание выделяется, а там несколько есть субкладов из гаплогруппы, прошу прощения, там гаплогруппы, там по-латински Г, она обучается. Вот эти субклады, они характерны скорее для сейчас современного Северного Кавказа. В этих древних ДНК они обнаружены там среди хазарских захоронений. Ну, то есть вот заказанская группа татар, у нее вот такой, скажем так, всплеск есть такой, да. Даже, по-моему, Салих Сайдашев, да, вот это вот. Или у него же тоже какая-то кавказская линия. Потом князья Маметьевы. Вот Маметьевы да, ну, значит, Сайдашева, Маметьевы, князья Янбулатовы. Есть село Старый Узюм в Аркнинском районе, о нем много в литературе написано, про кладбище его, про камни, где там есть родословная, высеченная, по-моему, на камне. И есть легенда, что жители этой деревни пришли из Булгара, которого разгромил Аксак Тимур. Так вот, мы там ряд жителей были протестированы, у них гаплогруппы все очень редкие. Там, по-моему, гаплогруппа D даже. Это они вообще куда-то корнями в Китай уходят туда, куда-то, в Тибет, там, я не знаю. И это еще раз подтверждает, что действительно это какой-то золотоордынский пласт был, который оказался в этой деревне, и вот такие мощные надгробные камни оставил, это как представители знать. Мы больше ничего не знаем. Вот как Радик Римович тут тоже недавно говорил, мы видим, что аристократия элиты до монгольской, то есть до ордынской, скажем так, да, до монгольской экспансии, вот, она не была вырезана, она была включена, да, и она стала татарской. Есть совокупность гаплогрупп, о которых мы можем с определенной такой долей уверенности говорить, что они, возможно, на этой территории были в это время. Жили. Но это несколько гаплогрупп, которые, в общем-то, мы думаем, что они могли быть в период Волжской Булгарии, в ранний булгарский период. Потом они плавно перешли. Видите, это же процесс такой, не надо разделять Волжскую Булгарию от Золотой Орды. Там не было какой-то вот границы, да, это был процесс естественного слияния. На самом деле, вот мы выявили ряд таких родов аристократии, которые уже, вероятно, существовали в период Волжской Булгарии, которые продолжали быть аристократией в Золотой Орде и в последующие периоды вплоть до служилых татар 17 века. Есть такой род Ямбакте из деревни Большой Менгер.
Это Я известно, знаю, что относился к тарханам Казанского ханства. И в 17 веке им принадлежали, например, большие земельные угодья, в 16 в начале 17 в Закаме. Большой Новгород и Закаме, да, вот они, это их были владения, но мы по данным генетики, мы же их протестировали, мы видим, что они, скорее всего, уже были здесь до Золотой Орды.